Добрый вечер. Я Петр Цепанин, программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. Как обычно, мы находимся в ресторане «Мус-Хая» в гастростудии. Добрый вечер. Я Петр Цепанин, программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. Как обычно, мы находимся в ресторане «Мус-Хая» в гастростудии. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришел Кирилл Соболев. Добрый вечер. Основатель и владелец спортклуба «Спортбаза» и фитнес-студии «Сильвия Фитнес». Кирилл, приветствую. Добрый Приятно вечер. познакомиться. Объясню немножко суть передачи. У нас кулинарное ток-шоу, куда мы приглашаем гостей. Иногда просим, иногда заставляем их что-нибудь приготовить, а потом это все вместе съедаем. Я смотрю, ты к нам пришел с двумя прекрасными рыбами. Свежий чир. Да, свежий чир, свежемороженый со Среднеколымска. Вот, сегодня мы будем делать два блюда из них. Из одной рыбки и из второй, да. Один у нас будет это чир по-среднеколымски. Рецепт очень простой, даже удивитесь, наверное, ему. Вот, но очень вкусно получается. И индигирка, да. Ну, индигирку все знают, да, как это национальное блюдо наше якутское. Вот, ну, я покажу, как ее приготовить максимально просто в домашних условиях. Вот, с чего начнем? Ну, начнем мы, наверное, с чира по-среднеколымски, потому что нам нужно его поставить в духовку. Которые у нас прогретые. Да, уже прогретые. У нас 200 градусов духовочка прогревается, и туда закладывается чир, да. Его можно помыть, можно, в принципе, даже если он свежемороженый, если вы уверены, что его поймали где-то в Среднеколымске, да, ваши знакомые запечатали его, отправили вам, да, и нигде он там не болтался, то вы можете его, в принципе, просто сразу же... Ну, собственно, он такой и есть, по-моему. Да. Да. С улицы, как бы, А можете... откуда рецепт? Ты сам не Среднеколымский? Нет, я не Среднеколымский, мне посоветовали. Да, там друг у меня жил в Среднеколымске как-то одно время. И мы как-то сидели у меня в гостях, он говорит, типа, да, что-нибудь кушать приготовим? Я говорю, ну давай, что есть? Я говорю, ну вот рыба есть. Я говорю, что можно приготовить? Он говорит, давай я тебе сейчас рецепт покажу. И показал мне такой простой рецепт очень. Вот. Тут рецепт в чем заключается? Мы сейчас берем этот чир, выкладываем на противень его и запихиваем его в духовку. Просто? Просто. Пока ничего не делаем? Пока ничего нет. Потом в остальном все в процессе. Не нарезаем, не чистим? Нет, не чистим, не нарезаем, ничего. Вот прямо заморожен? Не потрошим, прямо заморожен. Вот этот или вот этот? Вот этот, наверное. А вот этот? Этот на индигирку пусть. Да? Рецепт, скажем так, прямо может, для... вот это на духовку, а это на индигирку, пока почистим, он полежит, отдохнет, ее будет как раз нарежем. Ну, в принципе. Одна чуть-чуть подтаявшая. Да. Одна уже как бы это, в принципе... Ну, лучше, я думаю, в духовку это лучше. В принципе, разницы никакой нет. А вот это почистим, пока она будет готовиться, она подтает, мы тогда... И почистим, да. Ну, мы втроем справимся, ничего. Давайте тогда я вам даю противень. Так, тебе что нужно? Ничего, противень и бумага. Вот это? Да. А вот кишки... Нет, это все в конце. Масло, ничего? Нет, ничего. Нам не надо. Рецепт, прямо скажем, для ленивых. Да? Положил и ждешь. Возьми. Да? Ну, типа того. Но когда попробуете, это будет уже совершенно... Бомбический, да? Да. Так, это мы закидываем в духовку. На 200 градусов, да? Да, 200 градусов. Мне выделили камеру. Буду ее снимать. Все. Опа. Допустим, на минут 45, на часик. Как раз до конца передачи она приготовится. Да, как раз к концу передачи, думаю, ее. Так, и вторая начнем. рыба у нас есть. Так, вторую рыбу мы пустим на индигирку. Да, конечно, с чего нужно начать? Это почистить ее, да? Мы сейчас ее почистим быстренько. Да, ты пришел еще вот с таким замечательным, который, я боюсь назвать его даже в эфире. Как это правильно называется? Я не могу его произнести, у меня постоянно Балтурмас. 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 Я так понимаю, что это сокращенные три слова на якутском. По-якутски. Подставка для рыбы. Ага, подставка для рыбы. Да. Вот это я знаю, но как это будет сокращенно по-якутски. Все, давай местами поменяемся, да? Да, давайте. Семен, ты, наверное, туда или я? Нет, давай сюда. Давай я сюда, да? Или ты туда? Срезаем нижнюю часть для удобства. Брюшко. Все-таки мы не шеф-повара, но в домашних условиях какие-то... С рыбой справимся. Да.
простые блюда приготовить сможем. Расскажи, пожалуйста, немножко про себя, да. Ну вот ты начинал с маленькой секции, да? Во время студенчества, когда в Санкт-Петербурге учился, там вообще первым раз спортом занялся. Это было мне 18 лет только. Все детство такое, чтобы я вот занимался спортом, такого не было. Ну, чисто для себя, может быть, где-то там пойти там по школе в качалочку сходить. Ну, по тебе видно, что ты довольно много ходил в качалочку. Это все за последние 10 лет буквально. Ну, то есть ты в Питере начал и тут... Да, у меня был продолжил. небольшой такой вес лишний. И я решил что-то менять в жизни потихонечку. И начал заниматься спортом, бегать, там ходить на турники, на брусья. У меня в общаге был стадион такой небольшой за общагой, заброшенный в Санкт-Петербурге. Там в авиагородке жили. Вот я думал, что вот стадион есть, почему бы не заняться спортом. Вот, начал менять питание, следить за питанием. И ходить, бегать, заниматься. Зима, лето, минус 20 бегал. Цель была, ну, такое бешеное желание похудеть. Как бы. А с чем это связано было, интересно? Не могу сказать, просто вот что-то хотел поменять, потому что у меня был вес где-то под 80 килограмм. И записался на секцию бокса, познакомился с ребятами. И у меня был там друг, получается. Мы хотели с ним открыть секцию бокса. Типа, говорю, давай откроем секцию бокса, будем тренировать людей там, да. Так, рыбку мы, в принципе, почистили. Давай сюда, тогда ты обратно, а я это там уже уберусь. Заберу. Так, отрезаем хвост. Вот, я ему предложил, говорю, давай, он был, ну, так в спорте, да, давно уже относительно. Где-то лет 5 занимался, ну, можно сказать, с детства. Я ему говорю, давай, говорю, наберем студентов, будем тренировать. На что он мне ответил, мы сами ничего не умеем, давай оставим это дело. Вот. И когда я вернулся в Якутск, познакомился тоже так же с ребятами, начал заниматься спортом активно. Как раз только Дахсун открыли, помню. Там бегал постоянно, познакомился с ребятами, со спортсменами, с самбистами. Мы начали тренироваться. И тоже там один товарищ говорит, типа, вот хочу типа, открыть свою секцию по самбо. Я ему говорю, слушай, блин, я вот в Питере был, тоже у меня была такая идея, да, только по боксу. Говорю, ну, раз самбо, давай самбо. То есть у тебя, ну... Это был 2010 год. Мне было 20 лет. И мы просто сняли в аренду помещение. Начинали с речного училища. Там где-то пару месяцев. Потом перешли в «Динамо». Зал сняли в вечернее время. Начали активно набирать ребят на тренировки. И тренироваться. По самбо? Так, да, по самбо. По самбо, по боевому самбо. Так как бы началась, можно сказать, моя спортивная карьера. И вообще, ну, все, что связано с спортом. Вот. И такой небольшой первый бизнес. Ну, потому что секции были платные. Ну, конечно. Аренда, платные секции. Ну, то есть тренерам нужно было платить. это не был голый энтузиазм, а вы как менеджеры, да, получается? Либо вы тоже сами Ну, тренировали? Мы сами тренировали. Мы сами Вы еще и тренировали, тренеров набирали? Тренеров привлекали, сами тренировали. Ну, я особо не тренировал, ну, там, если только по такой общей физической подготовке, да, вот с ребятами, с кем мы открывали, они были там мастера спорта, по вольной борьбе, по самбо. Они уже преподавали там бокс отдельно, кто-то джиу-джитсу, ну, по разным этим, ну, программу мы все сделали, и у нас было очень много народу. Сначала было, на самом деле, очень мало, первые полгода, 7-8 человек, в основном все друзья. Половина из них ходит бесплатно. Ну, то есть торбозное радио, грубо говоря, да? Да, и потом как-то все пошло, я начал активно этим заниматься, привлекать людей в спорт, на секции, и получилось так, что за год, за полтора где-то у нас там по 30-40 человек на тренировках было. Ну, уже вот так набрали костяк в основном, Да, получается, да? У нас был где-то человек 20-30, которые стабильно на всех соревнованиях участвовали, и остальные так для себя участвовали. И то есть вы организовались как спортивный клуб, получается, Да, да? спортивный клуб, мы сделали Федерацию боевого самбо, организовали спортивный клуб, и как бы как-то в один день сел и подумал, надо что-то, мне надо что-то больше делать. С одной секции надо как-то перерастать
Вот. И решил открыть вот спортбазу. Тогда я уже начал сильно очень погружаться во всякий маркетинг, в бизнес, потому что до этого то, что мы занимались секцией, трудно назвать бизнесом. Это действительно, потому что я в один момент сел, когда больше энтузиазма. Да, когда мы сели, когда я сел запускать клуб, и когда мы первый месяц начали работать, и я такой смотрю на расписание, да, просто у нас раньше одна секция была, сейчас смотрю, у меня просто этих секций 40 штук. Вот. Ну, как-то я разобрался за ближайшие полгода, все это выучил, саморазвитием таким занимался. Изучал постоянно, днем, ночью я не спал, читал, изучал, смотрел. Как продвигать бизнес, как продвигать как бизнес, да. книги читал различные там. Продвигать там, да? Да. Ну, все, что с этим связано. Вот. Менеджмент изучал? Менеджмент, ну, конкретно не изучал, но говорю только вот то, что вот по интернету самостоятельно как-то вот таким образом изучал. Так, нам, наверное, надо будет разрезать рыбку, да, дальше? Да, пожалуйста. Слушай, ну вот ты начинал бизнес, да, свой. Какие самые большие трудности были в самом начале? Самые большие трудности, наверное, в привлечении клиентов. Потому что я говорю то, что мы зашли на крупный бизнес, получается. Да, ну то есть аренда уже пошла. Аренда пошла, да, там налоги надо платить, зарплату я надо сидел, платить. высчитывал ежедневный расчет. Примерный поток, да? Сколько? Нет, расход, сколько мне нужно в день зарабатывать, чтобы я хотя бы примерно в ноль выходил. Ну. Да, чтобы я хотя бы в ноль выходил. Это было около 30-40 тысяч. Это вместе с арендой, там, с какой-то зарплатой, с коммунальными услугами. Вот. И у меня была задача, чтобы я в день определенную сумму делал денег. Минимум, который... Минимум, да, минимум. Вот. И работал над клиентами, чтобы где взять клиентов. Это самая основная задача была, которая стояла у нас. С тех пор и как сейчас, насколько у тебя клиентопоток вырос? Когда мы открылись, у нас была студия, получается, 4 студии. Она концептуальная такая, состоит из 4 направлений. Это кроссфит, единоборство, сайкл был и фитнес-студия. Фитнес-студия. Да, фитнес-студия. Это, обычная, стандартная. И в одном клубе можно прийти. Да, но весь спектр услуг получить. Да, весь спектр услуг. Самая фишка в том, чем отличаемся мы от всех остальных фитнес-залов, это тем, что человек может прийти к нам и попасть в группу и заниматься с тренером за доступные деньги. Если демократично. Да, демократично. Не знаю, если вы разбираетесь в спорте, да, кто знает, то, что сейчас персональная тренировка где-то 12-15 тысяч минимум стоит. В месяц? В месяц. Это плюс еще аренду надо платить. Это с персональным тренером. В обычных фитнес-клубах, да, плюс еще нужно там абонемент человеку купить. Где-то выходит где-то около 16 тысяч. А у нас, когда человек приходит заниматься в группе, ему поддержка тренера практически такая же. Просто только то, что у вас в группе там человек 10 идет. Небольшая группа. Человек приходит за 4 тысячи, за 5 тысяч и получает весь тот же самый спектр услуг. Программу тренировочную, консультация по питанию, тренер всегда на связи 24/7. У тебя бывают выходные дни вообще? Выходные дни у меня бывают только, наверное, 2 числа. Это 1 января и 2 января. Как в этом году, да, 3-го, это уже был понедельник, мы уже были все на рабочих местах, можно сказать. Давай. Что ты сам вообще готовишь дома? Я дома, раньше очень много готовил, сейчас уже поменьше. Из-за работы, да? Да, из-за работы, да, и как-то в целом, не знаю, перекинул эти обязанности на супругу больше. А так в целом нет, готовлю. У тебя есть какое-нибудь любимое блюдо? Любимое блюдо? Вот раньше очень сильно любил я оленину. Оленину на сковородочке. Пожарить это все. С лучком, да? Да, с лучком. Из таких. Потом еще мясо по-казахски. Это баранина. Отваривается. Лепешечки готовятся. Кстати, хотел его приготовить. Думал, что попроще сделаем. Там тесто делается тоже. Мясо баранины готовится. Это как хинкал. Типа дагестанские там какие-то блюда, да, национально-кавказские. Аварские. Аварские.
Ну, в принципе, все. Я вообще очень, по идее, как бы стараюсь больше за здоровую пищу. Вот вы до этого обсуждали тут ГМО, да? ГМО, не ГМО. Я, наоборот, не сторонник ГМО, вот этого всего. Я против этого. В чем-то вот это и хорошо, там, как вы говорите, то, что это там сейчас 50% там населения там, мира населения да. голодает, там еще что-то. Да, ГМО, оно создано для того, чтобы это было все просто, доступно, чтобы да. пища, да, какая-то появлялась. Побольше и быстрее. Да, побольше и побыстрее. Вот, но все же это искусственный продукт. И научно доказано, я так понимаю, то, что он вызывает тоже какие-то осложнения по здоровью. Ну, я не сторонник этого, я больше за здоровое питание. Я вот больше за нашу северную рыбку, за оленину, за мясо. Вот. Почему даже вот в другие города приезжаешь, в центральную Россию или еще что-то, да, очень не хватает вот этого всего. Ну, как бы хочется, да? Да, мясо хорошего, рыбки хорошей. А где ты берешь? Сам охотишься, рыбачишь? Да, я часто езжу на охоту, на рыбалку не езжу, рыбалку не люблю. У меня вот друзья все ездят тоже на рыбалке, там говорят, давай на рыбалку. Ну, мне больше вот по охоте тоже на уток вот я не езжу, чисто вот на дичь, косуля, там такой очень сахатый, потому что мне нравится вот именно ходить, когда приезжаешь на охоту, куда-нибудь в лес уходишь на километров 10 и как бы выслеживаешь. А не так, на месте сидишь там, утку ждешь, или там на месте сидишь, рыбачишь. Есть, ну, тебе движуха, значит, нравится да, больше. Да, больше. Я больше за активный образ жизни, вообще в целом, как бы. Вот. Что и касаемо спорта, что и касаемо жизни, все вот это вот целое. Слушай, а почему ты вот именно этот бизнес выбрал? Вот массовый спорт, да, считается как? Не могу сказать, почему. Я говорю, вот как-то, когда начал заниматься спортом, втянулся. Как-то само собой получилось, да? Да. Сразу. Втянулся как-то в спорт. Я раньше очень-очень прям активно занимался спортом. С 10-го где-то, наверное, до того момента, как мы открыли спортбазу в 2017 году. Очень активно спортом занимался. Потом стало меньше времени, меньше сна, больше стресса. И как-то все это отошло на второстепенный план. Я вот все хочу восстановить режим. За весь этот период, когда мы начали работать, получалось всего пару раз входить там на 2-3 месяца в режим, но потом все равно какие-то рабочие процессы, они все равно... Авральные дела, да? Да, они все равно выводят из всего этого. Вот. Такие дела. Но я надеюсь, что все равно в скором времени. А какие планы, может быть, по расширению еще или как? Планы хотели тоже все по расширению, думали, и места искали, и, да, потому что я вообще, когда вот, начал строить бизнес, мы даже вот, у нас изначально персонал где-то был около 20-25 человек, ну, очень много было, вот, потом... То есть твои работники или те, которые на аутсорсе, да? Нет, работники, они у нас все в штате были. Все наши работники, все в штате были, как бы, да, мы оформляли как-то, ну, кого-то по трудовому кодексу, но в основном все по ИП у нас. Как бы тренер, он как бы самозанятый человек. По контракту, ну, да. Да, он самозанятый человек, как бы, да, он профессионал, он предоставляет услуги в нашем заведении. Так, у нас чуть отвлекаюсь с этой рыбой и с рассказами. Ну вот такая передача, что делать? Ну да. Получается... Потом, когда мы сократились, нас стало чуть меньше, да, и вот и когда я провожу различные совещания или планерки, я с персоналом работаю на такую идею, то что вот мы работаем в сфере спорта, да, ведем бизнес. Ну, в первую очередь, это, конечно, бизнес, но у меня идея все равно такая очень глубокая в плане спорта. Я стараюсь не просто привлекать клиентов, да, и гонять их с одного клуба в другой клуб, да, там какими-то акциями привлекать или еще что-то, да, чтобы там ушли с соседнего фитнес-зала к нам пришли. Переманить кого-то. Да, я стараюсь, чтобы мы расширили эту процентовку. Потому что вот здесь Министерство спорта, которое работает на популяризацию, да, и на втягиваемость на массовый спорт, да. чтобы
больше людей занималось именно спортом, да, там процентовка. Ну, ведут подсчет, например, У нас- сколько за месяц в Дахсун сходило. Да, ну, да, условно, да. Мгм. У нас очень слабо в России с этим делом. У нас спорт очень слабо развит. Если брать, допустим, Америку, там Да. где-то процентов 30. Ну, они помешаны вообще, Население. да. Европа тоже где-то процентов 20-30. У нас в России где-то процентов 8-10. Хотя считается, по что статистике. процент людей с ожирением в Штатах один из самых высоких. Да. Ну и один, и с другой стороны, один из самых высоких, который, ну вот, Ну, и у нас спортом активно и у занимается. нас и население как бы с Америкой там в 2 раза практически отличается. Нет, ну я имею в виду процентное соотношение, да. А у нас сколько примерно это составляет? У Насколько? нас процентов 8-10 где-то. Всего лишь? Да, в всей России. Ну, то есть есть куда расти. У нас очень открытый этот рынок именно спорта. Как бы расти вообще есть куда, к чему стремиться. А обмен опытом с другими регионами, ты же говоришь, что Да, вот на конференции да. ездить и Да, все да, прочее. обязательно. У нас в Якутии как? Насколько сильно? У нас именно в Якутии, если брать другие залы, наверное, да. Ну, я тоже вот, я очень, ну, всех знаю практически, всех хозяев остальных залов, да. Ну, знаю только пару ребят, которые ездят, повышаются, что-то делают, изучают на какие-то конференции. Но вот сколько я раз ездил на конференции, на вот эти российские глобальные, которые действительно, которые такие идут масштабные, всегда был Якутск один почему-то. Никого там не встречал из наших соотечественников. Вот. Повышение квалификации. Да? Ага, и как раз-таки я сейчас учебу прохожу тоже на базе Высшей школы экономики. Это, Высшая, да, да. это Московский институт, получается. Он считается одним из самых престижных в России. Да. Вот, я сейчас повышаюсь там именно на управление фитнес-клубами. Вот, у меня Специализированная программа у меня такая сейчас, есть. у меня сейчас учеба идет каждый вторник, четверг до 4 утра с 12 вечера. Онлайн. Ну, да, онлайн я обучение. прохожу учебу. Вот. Так что у меня график вообще очень-очень такой напряженный в Напряженный. этом плане. И учеба, и работа, и дома семейные дела. Как-то надо все успевать, да? Да. А как ты отдыхаешь? Так отдыхаю. Не знаю, да. Спорт, когда получается, когда высыпаюсь, иду на спорт. Я что говорил про идею, да, именно про свою, то, что это не просто мы занимаемся спортом, бизнес, да, какой-то, привлечение там денег. Я за то, чтобы нация оздоравливалась, чтобы как можно больше людей втягивалось в спорт. Да. И я постоянно стараюсь привлечь людей, объяснить им, сказать, почему спорт полезен, почему спорт нужен человеку, да, потому что я на собственном примере, когда начал заниматься спортом, моя жизнь колоссально изменилась. Вот, в 20 лет, когда я начал заниматься, когда просто ничем не занимался, бездельничал, и потом начал заниматься спортом, поменял свой круг общения. Ну и спорт вообще учит, что в жизни, что в бизнесе, во всем достигать каких-то результатов. Потому что я тоже успел в соревнованиях поучаствовать и подготовиться к соревнованиям. Это все очень морально-психологически настраивает. И я уверен в том, что если человек будет заниматься спортом, он будет не только здоров, как бы, так, физически сильный, да, там какой-то, но еще и духовно, и Ну да, и психологически. спорт здорово дисциплинирует. Очень дисциплинирует, очень дисциплинирует. Нормально все там? Давайте посмотрим. Так, что с Ну, нашей давай. Может, что приоткрою и Осторожно. ты взглянешь. Нормально. Время у нас сколько прошло? Минут, полчаса? Полчаса? минут 25 нет. 25, полчаса. Еще 20 минут. Так, может тогда мы Заморозим пока? пока морозим. Да. Лук Нет, будем а добавлять? лук потом тоже, Нет, да? лук Да, потом лук потом лучше. добавим. Ага. Окей. Пусть в морозилочку. Хорошо, чтобы у Да. нас не растаяло окончательно. Ну, вот это еще раз на учебе подтвердили то, что все-таки Россия там вообще даже в десятку, наверное, не входит по втягиваемости людей в массовый спорт. Вот. И надо сделать еще вот акцент на то, что фитнес-залы, они на самом деле тоже очень такую хорошую лепту вносят именно вот в это, втягиваемость населения в спорт. Да. Не только Министерство спорта, да, сейчас уже даже сейчас здесь... Которая в основном пропагандой, да, Да, массового есть спорта. еще тенденция такая, то, что в Центральной России Министерство спорта, они отдают свои спортивные учреждения на аутсорсинг фитнес руководителям различным, корпорациям, да, которые вот российские. Сейчас вот на примере вроде в Москве даже World Class должен... World Class, Да, World Class должен забрать какой-то такой объект спортивный и показать на этом пример то, что Так, бизнес... так тоже можно. Да, бизнес вот это, он может
очень сильно вот, руководить даже такими вот учреждениями государственными какими-то. Но это на аутсорсинге, это все пока что еще в практике не применялось. Посмотрим, как это будет. Я не знаю, тоже буду следить за этой темой, потому что у нас тоже благодаря Дети Азии у нас объектов хватает. Очень объектов, очень много спортивных, и это очень хорошо. Вот за что я люблю нашу республику, то, что у нас тут спорт поддерживают, и Дети Азии вот это у нас пошли, да. Еще сейчас строится же. Да, еще строится, да. Потому что это на самом деле очень хорошо, это очень радует. Это очень радует. Я не считаю то, что конкуренты, там, когда открывается новый фитнес-зал или открываются Дю США там, или еще какие-то спортивные объекты, хотя наши государственные это бесплатные секции. Если прийти в какую-то Дю США, там будет битком детей, взрослых, если секции, да, там будет битком. Если прийти к нам, у нас будет меньше. Конечно, родители, наверное, предпочтут отдать в бесплатную секцию, да, чем заплатить платную. Вот. Но я считаю то, что это плюс большой. Потому что чем больше будет население втягиваться в спорт, тем начать с малого, да, и уже и у нас клиенты, и у нас клиенты появятся, и у них будут клиенты, у всех будут как бы свои. Вот. Что касаемо идеи, да, даже вот это, мы очень большой акцент делаем на детский спорт. Да. А у вас детские секции тоже есть? Детские секции у нас тоже есть. У нас тренера с высшим образованием спортивным. Многие тоже повышаются. Да, вот. Почему еще вот я говорил про различные совещания, когда мы провожу. Я всегда нашим тренерам, да, у меня тренерский состав у меня практически весь состоит из друзей. Я не считаю то, что это там мои сотрудники или еще кто-то, это мои товарищи, друзья. Вот, с которыми мы сидим, каждый день время проводим, не только на работе, да, после рабочего времени, вне рабочего времени, куда-то выезжаем, и встречаемся, и на работе мы тоже вместе. У нас как тусовка такая, да, которой мы занимаемся вот таким вот делом нашим, да, в сфере спорта. Вот, и мы делаем очень большой акцент на детский спорт, вообще в целом на спорт, и я им постоянно говорю то, что вы должны развиваться, вы должны повышаться, вы должны проходить мастер-классы. Да. Что касаемо образования, вот даже высшего образования, спортивного или еще какого-то, я тоже не считаю то, что это прям у тренера должно быть какое-то высшее образование спортивное или еще что-то. Да. Это, конечно, хорошо, приветствуется, но я за то, чтобы тренера ездили каким-то, вот, не знаю, тоже на различные повышения в центральную Россию, да, проходили курсы там по 2 месяца, на практике проходили, какие-то кемпы проходили, вот, и повышали за счет этого, за счет того, что они ездят, общаются с другими тренерами различных регионов, у которых тоже какие-то достижения, все, да, не просто так, который человек там пошел там где-то там отучил, а действительно, у которых есть результаты, которые ведут, да, там у нас многие тренера ездят и в сборные России, да, там и по боксу, там, и еще куда-то, и проводят с ними там тренировочные сборы, и общаются со всеми тренерами со всей России, которых потом ребят на Олимпиаду отправляют, там, да, ну, и так далее. Вот, есть такие у нас тренера. Что касаемо их повышения. И касаемо что бизнеса, я всегда говорю, то, что если мы работаем, да, то мы должны работать на рынке номером 1. Если мы вот ведем тренировки по кроссфиту, по единоборствам, по спорту, мы должны предоставлять высший сервис, мы должны предоставлять лучшие тренировки, мы должны предоставлять лучший результат, да, потому что человек приходит всегда в спорт только за результатом. Ну, не в спорт, а в фитнес-зал. Либо похудеть, либо набрать мышечную массу, либо как-то изменить свою жизнь. Ну, какая-то цель у него есть. Никто же не придет в спорт просто пойти в зал там. За компанию. Просто так, да, там. Ну, я приду, мне там делать нечего. Вот, хотя мы большой акцент тоже делаем за то, чтобы проводить времяпровождение, просто отвлекаться от домашней суеты, от работы, прийти к нам в зал, потренироваться, пообщаться с товарищами, с друзьями. Вот то, что мне еще нравится, вот кроссфит, да, направление, оно создает комьюнити, команду, когда группа целая тренируется, это тоже вот показывает. Друг с другом соревнуются и все такое. Да, они соревнуются, и после даже вот различных тренировок или мероприятий, мы очень часто проводим различные мероприятия, ну, раньше проводили до пандемии, они собираются вместе, на природу уезжают, в кафе, рестораны, там различные, да, там гуляют вместе. И это получается это целое сообщество получается. Они очень друг друга поддерживают, да, там вот я замечаю, как люди. Клуб по интересам, грубо говоря. Да, клуб по интересам, как бы у нас не только про спорт, там приходи, качайся, там, да, там худей, там толстей, или там массу набирай, там, или там дерись, там что-то. А это все в целом, как бы там и друзья,
как бы времяпровождение, спорт. Ну, это активный образ жизни, это просто вот когда человек приходит, даже многие приходят толстые. За 5 лет на моих глазах не знаю, сколько людей изменилось. Приходили такие полненькие, либо худые, а сейчас вообще это другие люди. Их не узнать, если посмотреть фотографии до-после. Это совершенно другие люди. И они общаются по-другому, у них жизнь поменялась по-другому. Кто-то в карьере преуспел, кто-то там, еще кто-то в профессиональный спорт ушел. Как бы, ну, вообще, да? Да, это очень сильно, как бы, вот, и это очень радует, вот, почему именно этот спорт, почему я потом еще, не спорт, а почему этот бизнес выбрал. Вот спрашивал, почему, типа, именно по спорту там или еще как-то. Сначала это был, как бы, ну, такой энтузиазм, да, на энтузиазме. Энтузиазме, Да. да. А потом уже, как бы, когда ты видишь результат, да, и отдачу людей, это прям хочется работать. Мне вот каждый день хочется приезжать на работу, да, вот, и сидеть работать, с новыми людьми общаться. Когда приходит клиент, начинает спрашивать, а что у вас тут есть, какие секции, чем вы тут занимаетесь, и мне в кайф ему рассказывать, что у нас, как мы работаем, что мы вообще можем дать вам. Да, зачем вы сюда пришли, получите вы это, не получите. Ну и детский спорт то же самое, когда родители приходят, когда на твоих глазах приходит паренек, там 7 лет или 10 лет, и вот прошло 5 лет, да, вот даже у нас и 15 лет приходили, вот, которые сейчас переросли, уже парни взрослые, 20 лет. Они вот ходят до сих пор. И ты смотришь, приходил пацан маленький, там, подросток, сейчас уже пацан взрослый. Уже такой. Уже, да, сильно взрослый, здоровый, банки у него там такие. И то же самое, когда маленькие такие дети бегают, там, да, там, тренер там ходит, да, там. Ну, они меня там не знаю, почему. Хоть я никогда теннисской деятельностью сам не занимался в основном. Тоже подходит тренер, там, и потом приходит время, они там растут, смотришь на них, когда они на соревнованиях выступают на различных, там, медальки зарабатывают, родители за них радуются. Ну, это тоже очень сильно так прям мотивирует на все это. Мне известно, что ты ВДВшник. Да, служил. Да, в разведке. А как ты туда попал? Там же, по-моему, жесткий отбор. Да, жесткий отбор, на самом деле, когда я помню, в 2012 году я, кстати, сам пошел в военкомат и сдался, сказал, вот пришел, дал паспорт, говорю, хочу служить, они такие, ты откуда? Я говорю, ну вот учился, говорю, не доучился, хочу в армию сходить. Редкая редкость, они такие глазами. Да, вот, на самом деле так и было. Ну, вот мне 22 года, я пришел в это военкомат, говорю, типа, заберите меня. Ну вот они меня забрали, получается, и когда, ну, кто служил в армии, я не знаю, то, что когда там на РСП находишься, там приезжают так называемые покупашки. Да. Это офицеры из других частей, которые начинают. И по тестам, ну, все, кто уходит в армию, сдают тесты. Какие-то там стандартные тесты в военкомате. И за счет них, которые я заполнил эти тесты, у меня вот как-то в ВДВ приехали, забрали нас. И все. И там, ну, кстати, многие ребята, которые хотели тоже ВДВ, тоже спортивные ребята, почему-то не попали, их не брали, они потом ходили, договаривались, типа, возьмите меня тоже, я тоже хочу, типа, ВДВ, я не хочу там идти какие-то обычные войска. Получается, уехал в ВДВ, в город Уссурийск, 83-я бригада, десантно-штурмовая УДШБР. Первый месяц у нас был курс молодого бойца. Это, как получается, раньше назывался он по-другому. Не КМБ, ну, как раньше он по-другому назывался. Вот, ну, кто-то уезжает в учебной части, да, на 3 месяца, кто-то уезжает сразу в военной части, да, и начинает там свою службу. Вот попал на ВДВ, первый месяц прошли курс молодого бойца и начали распределять по различным подразделениям. Вот. И получилось так, что я попал в разведку, именно батальонную разведку отдельную. И служба пошла так, что в ближайшие 4-5 месяцев я уже стал замкомандира взвода. И еще даже было такое, что командир у нас был на больничном очень часто, у него там операция была, там что-то с носом, и мне приходилось его постоянно заменять. Я как замкомандира взвода, я, можно сказать, был командиром взвода. На мне было 24 человека, 23, включая меня. Вот, даже один контрактник был в подчинении. И вот и каждое утро я ходил на разводы, к комбату, к офицерам, со всеми офицерами сидел. Обычный парень, там, младший сержант, который служит полгода. Вот. Вдруг командир, да? Да, и слушай, вдруг ну вообще командир, считается, что ВДВшники же это же люди из совершенно другого теста. Было такое там ВДВ,
Ну, такого прям не было, конечно, но мне вообще вот странно наблюдать за многими... Вот тут. А? Вот есть Кирпичи разбивать там. Ну, там такое есть, да, там это показательно в основном, ну, просто для привлечения, наверное. Вот, потому что мы даже как раз день разведки был, а нет, вру, это был 2 августа, день ВДВ, когда я служил, и нам нужно было подготовить какие-то там выступления. Вот там как раз кирпичи вот эти били, фанеры там что-то ломали, еще что-то. Ну, это, говорю, это все просто для этого. А так, конечно, на самом деле у нас в части, вот я даже со многими ребятами общаюсь, которые служили в других подразделениях, где-то вообще везде, ну, в военных частях, у них такой службы не было. У нас постоянные учения, прыжки с парашютов, полигоны, выезды на БТРах. Ну, короче, у нас... Другая подготовка. Другая подготовка. У нас были только такие периоды, когда мы переводили технику с летнего на зимний период и зимнего на летний период. Вот там где-то месяц-полтора мы где-то так ничего не делали, можно сказать. А остальное, ну, как мы ничего не делали, технику переводили, там, занимались техникой, там. А остальное время мы постоянно тревоги, выезды, еще что-то, еще что-то. Мы даже у нас, получается, мы попали под дальневосточное учение тогда, в 2012 году, и нас там загружали прям на БТРах, в самолеты, на остров куда-то выкидывали, там имитацию захвата какого-то Прямо делали. приближенных к военным действиям. Да, все это с холостыми патронами, там все это, короче, ну, все так серьезно было. Такие учения, как бы. Ну, на самом деле, служба мне очень сильно понравилась. Я всем ребятам, наверное, молодым советую сходить обязательно, потому что это тоже дисциплина. Армия меня поменяла. Вот когда я начал заниматься спортом, первые изменения у меня пошли, да. Потом, Первая точка отсчета. Да. Потом, спустя 2 года, когда я даже пришел в армию, да, и мне сказали, что спортсмен, да, чем занимаешься? Тем-то, там, самбо, боевое самбо, да. И они такие, все понятно, там, да, как бы вопросов не имеем там лишних или еще что-то. Ну, и ты там можешь отжаться нормально, подтянуться можешь, да. Или когда там командиры других рот там видят офицера, то, что спортивно, постоянно на спорте, своих там ребят постоянно куда-то, да, там тягаешь там на спорт. И как бы уже уважение проявляется. И отношение совершенно другое начинает. Не было такого, то, что вот там с какими-то офицерами, там, какими-то, ну, все равно все знают, там, какие-то дедовщины или еще все равно офицеры, там, да, там, в армиях, там, относятся, ну, как-то, да, не было такого. Со всеми здоровался, со всеми общался очень хорошо, и все ко мне относились тоже хорошо. Вот, поэтому, наверное, служба мне понравилась, ну, плюс то, что вот постоянно какая-то активность там была тоже, полигоны, стрельбы, учения, это все интересно, вот. Даже меня хотели оставить там, но я сказал, если мне офицерскую должность не дадите, а у меня тогда еще образования не было, тогда еще не закончил. Они говорят, типа, блин, только на контракт. Я говорю, нет, на контракт спасибо, как бы, мне это, неохота оставаться. Вот, ну и ушел. У меня даже командир специально мне билеты на 10 дней позже, короче, взял, чтобы я на 10 дней позже, я уже дембельнулся и жил у него 10 дней. Там, чтобы вдруг передумаешь, да? Да, вдруг передумал, ну и так вообще просто время провести по гражданке, как бы это уже не служба, я уже обычный там гражданский человек, уже может там сходить куда-то, уже как-то не на таких, да, субординацию какую-то соблюдать, там, солдат, офицер, да, там, а уже как обычно. Кстати, да, там у меня командир был, он мой ровесник, он тоже 90-го года рождения, он только-только вот с Рязанского училища приехал. И как-то так получилось, то, что мы вот, ну, общались очень хорошо. Вот. Сейчас, правда, связь редко очень поддерживаем, там, раз в 5 лет, может быть, там, или на праздники на какие-нибудь. Вот. Ну, со многими сослуживцами, как бы, ну, связь поддерживаем. Ну, армия, стоит сходить, дисциплинирует очень сильно. Плюс это. Доверим Да? рыбу? Так, ну что, Давайте. наша рыбка. Попробуем. Осторожно. Нашу рыбочку, Рыбочку. наш чир. Достаем. Мне надо видео. Достаем. А вот это не пойдет? Не тонко. Ты тряпку ищешь? Рукавички. Рукавички. Ну-ка, давай-ка я это аккуратизма сниму, а ты доставай. Верхоночки такие клевые у Семена. Как у сварщика. Как что? Как у сварщика. Вот такая у нас загорелая, румянистая. Загорелая рыбка. Жир немножко. Ай. Ой-ой-ой. И следующие действия. Следующее действие у нас это надо открыть панцирь Так. рыбы. И мы увидим всю красоту и прелесть. Так, мне может какую-то вот тоже подержать, чтобы лист. Можно тряпочку, можно это. Таким образом мы с двух концов
делаем. Снизу тоже подрежем ее. Вот тут тоже икра у нее оказывается. Тоже с икорочкой, да? Скорочка, кстати. Вот такой ответственный момент, я не буду под руку тебе вопрос задавать. Да. Да-да-да. Мне тоже. А вообще отойдет? Конечно. Да? Плоскогубцы нужны были, Лидочка. Или эти вот твои щипчики. А, ну все. Вот таким образом она у нас получается. Никакие приправы, ничего не добавляется. Она вот в собственном соку запекается. И Мы даже не солили же. она очень сочная, очень вкусная получается. Даже Из-за того, что она, ну вот, грубо говоря, в своем этом да, была, да. Держи. А я поснимаю, как Кирилл филе отделяет. Ну, тут у нас получилось мало филе, потому что у нас с икрой. А обычно, если она без икры идет, тут еще вот кусочки тоже целого филе получаются. Там с хвоста, наверное, можно взять. Вот так она. Получается. Так, у нас еще там... вообще, можно еще любой гарнир к этой рыбке сделать, да? Ну, кто-то Да, ну- там пюрешечку, рис, там, еще что-нибудь. Овощи. Ну, да, овощи. Ну, да, вот лучше всего овощи, либо какой-нибудь рис, да, там обычно с рыбой делают овощи-гриль, либо там брокколи какие-нибудь вареные, там, да, там, с морковкой, ну, чтобы такая получилась диетическая у нас. Вот. Какую-нибудь красоту наведу сейчас. Сам давно дома хотел индигирку давно сделать. Все, руки никак не доходили. Вот хоть дошли На передаче, да? на передаче. Ну что, ребята, пробуем. Вилочки у вас есть. Индигирку попробуем. Костя, да? Есть. Прелесть. Рыбу испортить невозможно. Да, особенно нашу якутскую. Как считаешь? Классика есть классика. Ты вообще знаком с таким рецептом, Тима? Ну, да, ну, просто я думал, мы сначала кишки Сразу. все-таки уберем. Но самая фишка в том, что рецепт очень простой. Ну да. Достал с морозилки, закинул в противень. Час. Пошел свои дела делать. Достал. Пришел панцирь готово. снял. Все И готово. съел. Хочу поблагодарить тебя, Кирилл, за интересную беседу. Пожелать, самое главное, успехов в это тяжелое время для всех бизнесменов. Ну, Да. сложно же не согласиться с этим мнением, Это да? да. Да, в этом тяжелое время. Успехов в твоем бизнесе. Тем более, что у тебя очень такие благие намерения, как ты сам рассказываешь, да? Успехов пожелать и, может быть, какое-то слово для наших телезрителей. Да, эту камеру. передам. Да, скажу пару слов для наших телезрителей. Хочу, во-первых, поздравить с наступившим Новым годом, всех с праздником. Хочу вам пожелать здоровья, счастья, чтобы в ваших семьях всегда все было хорошо. Ну, и для всех также хочу сказать, что вы занимайтесь спортом, будьте здоровы, будьте сильны духом, питайтесь правильно, ведите активный образ жизни. Всем до свидания. Да. Спасибо тебе еще раз большое. Успехов тебе. А я Петр Цепанин. На этом потихоньку прощаемся. Программа «Просто вкусно». Канал Якутия 24. Будьте здоровы.